Партия ЛДПР вносила 13 поправок в Конституцию России, но в целом поддерживает предложение. Обсудим это, а также деятельность Либерально-демократической партии России вместе с первым заместителем председателя Комитета по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных организаций Иваном Сухаревым. Иван Константинович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается позиция ЛДПР по поправкам в Конституцию России? Голосование началось 25 июня сегодня и продлится до 1 июля. Как вы знаете, в первом чтении мы поддержали поправки к Конституции. Конституция принималась в том виде, в котором она сейчас действует на территории Российской Федерации в 90-е годы. Писалась, собственно говоря, с привлечением даже зарубежных специалистов. Достаточно универсальный характер имеет, подходит в принципе для любого государства, но не отражает те традиционные ценности и особенности нашей страны, в том числе культурные особенности. Поэтому я считаю, что данные поправки, в целом, конечно, они исправляют эту ситуацию и учитывают в том числе культурные ценности, наши традиционные ценности, которые отражены в том числе в основных наших религиях, я говорю про ислам и православие. Владимир Жириновский говорил о 13 поправках. Можете рассказать поподробнее, в чем заключается вот этот пакет поправок? Ну, как вы уже выше заметили, две поправки вошли в таком достаточно модернизированном виде, но, к сожалению, оппозицию слышат, но слышат не так часто и, собственно говоря, иногда не вовремя слышат, когда время проходит и те или иные законопроекты становятся неактуальными. Здесь мы говорим про поправку, которая касается русского языка, как языка государствообразующего народа. В целом мы всегда выступали в защиту русского языка, потому что не так давно я проехался просто по улице Карла Маркса. Здесь в Уфе? Да, здесь в Уфе. И был удивлен тем количеством названий на английском языке, которое присутствует здесь, вот у нас в центре города Уфы. Причем без перевода, в том числе и на башкирский язык. То есть только английский язык, ни русского, ни башкирского. Собственно говоря, я считаю, что это неправильно. И нам надо защищать наши языки, я имею в виду и башкирский, и русский, и татарский языки, которые составляют основное население нашей республики. Поэтому я считаю, что это очень правильная поправка. Ну и, конечно, очень правильной поправкой является закрепление в нашей Конституции термина, что брак – это союз все-таки мужчины и женщины. Мы видим, как идет наступление на традиционные ценности во всем мире. Буквально не так давно, 20 июня, была годовщина событий в Грузии, которых мне, не могу сказать, что посчастливилось, но в которых я был непосредственным участником, когда мы проводили там Генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия, куда входит более 27 стран, в парламентах которых депутаты являются носителями православной религии. И, собственно говоря, в тот момент это было нападение и переворот направлен не только против российской делегации, не против международной организации, которая объединяет православных, которые несут традиционные ценности, в том числе как и мусульмане, которые также выступают за традиционные ценности в нашей стране, в нашей республике. Это было нападение на православие в целом. Поэтому везде идет, собственно говоря, атака на тех, кто несет эти ценности в народ. И, в принципе, Россия остается одним из единственных оплотов, который эти ценности продвигает в мире. И этим, наверное, представляет опасность. Поэтому я считаю, что закрепление в нашей Конституции подобного термина – это очень важно и своевременно. Потому что, к сожалению, даже в католической Италии, которая является центром католической религии, то есть христианства, древнейшей религии на земле, к сожалению, не так давно использовались термины «родитель 1» и «родитель 2». И буквально вот они чуть больше года назад
были вынуждены отказаться от этой терминологии и вернулись обратно в свое русло. Поэтому мы, конечно, выступаем за подобного рода поправку. Ну и что касается территориальной целостности России, мы до сих пор видим, как пытаются переиграть, используя нормы международного права. Я имею в виду ситуацию по отношению к Крыму. Не могут наши партнеры, в кавычках, никак успокоиться, не дают им покоя то, что у нас там есть база нашего флота в Севастополе. И, конечно, то есть это их сильно беспокоит. То, что Крым вернулся в Россию. Надо это все закрыть, этот вопрос больше, чтобы никогда не поднимался. В том числе это касается и Курильских островов, потому что метание некоторых наших руководителей, я имею в виду тех руководителей, которые были до Владимира Владимировича, то есть в отношении того, отдать те или иные земли какому-либо государству, они были. И я считаю, что внесение поправки, которая запрещает отчуждение каких-либо территорий Российской Федерации, это тоже важно, это сохранит Россию в том виде, в котором мы ее знаем, для наших детей, наших потомков. Но это наше будущее, потому что не будет нашей самой большой в мире страны, будет она разделена. Это мечты как раз наших партнеров из-за океана, которые мы этой поправкой, конечно, должны разрушить. Иван Константинович, есть еще пункт для рассмотрения, касающийся особого статуса чиновников. Как вы понимаете, действительно это нужно или нет? Я считаю, что это тоже необходимая поправка, но все-таки эта поправка у нас, она менее важна, чем те поправки, которые озвучиваю сейчас я. Но потому что все-таки я взял самые важные и начал с самых важных поправок, которые должны все-таки людей убедить в том, что необходимо прийти и проголосовать. Я не говорю, как они будут голосовать, но обязательно надо прийти и исполнить свой гражданский долг. Многие говорят про какие-то западные свободы. Так вот, я могу сказать, что ответственность за неисполнение своего гражданского долга присутствует во многих западных странах, на которые любят ссылаться некоторые наши особо рьяные, так называемые либералы. Так в Бельгии, например, за неявку на избирательный участок существует штраф от 50 до 100 евро и запрет занимать государственные должности, которые действуют до 10 лет. Поэтому, конечно, необходимо приходить на все выборы, потому что есть такая фраза, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. И, к сожалению, это правда. Потому что те люди, которые обычно жалуются на власть и не ходят на выборы, они не участвуют в своей собственной судьбе. Иван Константинович, 2020 год запомнится не только голосованием за поправки в Конституцию, но и коронавирусом. Как ЛДПР работала в это время и насколько тяжело было? Знаете, ситуация сильно поменялась, конечно, с коронавирусом. Это было достаточно неожиданно. Но так как мы партия, которая работает всегда, старейшая партия в истории современной России, нам более 30 лет, свой юбилей мы отпраздновали в декабре 2019 года в Кремлевском дворце, что в принципе, наверное, только в мечтах можно было представить 30 лет назад нашему уважаемому лидеру Владимиру Вольфовичу Жириновскому, ну и, собственно говоря, его соратникам. Поэтому мы готовы к любым сложным условиям работы. Более того, я в 2013 году еще начал проводить, даже ранее, чем в 2013 году, начал проводить онлайн-приемы граждан, потому что у нас республика очень большая, иногда тяжело добраться из точки А в точку Б, особенно учитывая нашу сложную зиму, тяжелую, с вьюгами, со снегом, с гололедом. Поэтому мы эту практику завели достаточно давно и достаточно успешно использовали в период пандемии. Потому что на сегодняшний день я курирую два субъекта Российской Федерации. Это Удмуртия и
Башкирия, как их принято именовать, национальные республики в составе Российской Федерации. Поэтому мы достаточно успешно использовали эту методику, приняли очень большое количество граждан, потому что, собственно говоря, мы были ограничены в других действиях, но старались также помогать. Ну, кроме всего прочего, конечно, и практическая помощь была оказана ЛДПР. Мы этим не кичимся, потому что мой дед, участник Великой Отечественной войны, который ушел на фронт в 1939 году и вернулся только в 1945. У него есть медали за победу над Германией, над Японией. Не так давно выяснилось, что он был представлен даже к ордену Красной Звезды, но в руки его не получил. Он говорил о том, что когда его спрашивали о войне и о его роли в героической победе нашей страны над фашизмом, он говорил: кичиться нечем, вся страна воевала. Поэтому пандемия — это тоже такое испытание, можно сказать, своего рода война. И здесь я думаю, что все нормальные, адекватные силы, они должны были работать, должны были помогать нашим гражданам. В том числе это не исключение составляет наше региональное отделение нашей партии, Либерально-демократической партии России. У нас было проведено много очень акций. Начали мы, можно сказать, даже раньше волонтеров, которые здесь появились. Хотя наших ребят, наших активистов тоже можно назвать волонтерами, потому что они абсолютно бесплатно занимались этими акциями. В частности, начали мы с акции «Помоги соседу», когда наши ребята помогали тем, кто в силу определенных причин, либо возраста, либо каких-то физических отклонений, то есть инвалидность, еще что-то, не могли выйти из дома за продуктами, либо за какими-то товарами первой необходимости. И вот они, в том числе за свой счет, покупали им эти продукты по заказу, приносили домой. И, собственно говоря, получили за это очень много благодарности. Потом были акции, когда мы раздавали семена, то есть мной были выделены денежные средства, когда глава разрешил выезд определенной нашей категории наших граждан в сады, на садовые участки. Мы раздавали как раз на станциях, с которых отправлялись наши люди на свои садовые участки, эти семена. Надеюсь, что они уже взошли и принесут свои плоды нашим гражданам. Ну, кроме того, конечно, также мы раздавали и маски, и перчатки в огромных количествах. Я думаю, они также сохранили жизнь и здоровье наших граждан. То есть ЛДПР работала, 1000 продуктовых наборов, несколько тысяч мы раздали также нашим гражданам. Определенные критерии надо было соблюдать. Конечно, то есть, как кто-то там в интернете написал, заказывают продуктовый набор, подъезжаешь, у них во дворе 5 машин, трехэтажный коттедж. Конечно, таким людям мы не помогали. Мы помогали тем, кто реально нуждается в помощи. Как вы оцениваете, как среагировала на пандемию по коронавирусу государственная система власти? Знаете, честно говоря, наверное, для нее также было неожиданно это. Поэтому были некие огрехи в работе. Но я думаю, что в итоге все исправилось, все сориентировались, потому что действительно это ведь фактически я не зря упомянул про своего деда и про то, что это была война. Это действительно война, и на первой линии огня на самом деле оказались наши врачи, за что им низкий поклон и большая благодарность, потому что они пали жертвами в Италии, они пали жертвами и здесь в России. Около 400 огромное врачей. Количество врачей, Да. профессионалов, которые огромное количество времени посвятили для того, чтобы получить просто медицинское образование, сколько уделяли своей практике, и в силу пандемии погибли. Поэтому это была война, и война это всегда сложный период. И сложно быть готовым к таким непредсказуемым последствиям и к такому врагу, тем более как вирус, который до сих пор, собственно говоря, до конца мы победить не можем, несмотря на то, что и мест хватает вроде бы в больницах, и
люди уже более подготовлены. Но несмотря на это сложно. Это было сложно для власти. Но в целом я, глядя на то, что снижаются темпы заболеваний, ну и опыт все-таки приобрели наши врачи, наше здравоохранение, в целом я думаю, что показатель – это количество выздоровевших и количество зараженных. Оно снижается. Иван Константинович, давайте перейдем к законотворческой работе. Да? Да. Над какими сейчас законопроектами работает ЛДПР? Что на переднем краю? Знаете, ну, есть определенные задачи, которые поставлены Государственной Думой. Я, в частности, руковожу экспертной группой при Комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений по ОНК. Это общественно-наблюдательные комиссии. Те, кто наблюдает как раз за соблюдением прав и законных интересов наших граждан, в том числе и в местах лишения свободы. Мы занимаемся поправками в этот закон об общественных наблюдательных комиссиях. В частности, я сейчас собираюсь, извините за тавтологию, собрать эту группу буквально, то есть в пленарные недели, а их в июле будет 3, будем обсуждать, и в том числе с учетом, конечно, коронавируса. Какие все-таки проблемы появились у наших общественников, у тех, кто следит за соблюдением прав наших граждан, у наших правозащитников в связи с пандемией. В частности, я говорю об ограничении доступа в места содержания наших этих граждан, которые попали в тяжелую, сложную жизненную ситуацию. Занимаемся этим. Одним из основных моментов внесения изменений в этот закон, конечно, будет доступ в конвойные помещения, в автозаки, в поезда, в которых перевозят наших заключенных и где чаще всего нарушаются их права. Правильно ли я понимаю, что вы настаиваете на том, чтобы доступ был всегда, несмотря на эпидемиологическую обстановку? Да, но с учетом, конечно, всех мер предосторожности, это очень важно. Даже сейчас мы с вами соблюдаем необходимую дистанцию, да, социальную. Это очень важно, и надо понимать, что мир изменился, и, скорее всего, прежним не будет. И нам необходимо, конечно, беречь здоровье наших граждан. В первую очередь, когда я вижу людей, которые ходят без масок и говорят, что мы все равно все переболеем, и, собственно говоря, мне там 35 лет, со мной ничего не будет. Эти люди должны в первую очередь понимать, что хорошо, с тобой ничего не будет, но ты можешь представлять опасность для окружающих, и надо помнить не только о себе, но и о других окружающих тебя людях. Это очень важно. То есть, если вернуться к законотворчеству, в последнее время мы занимаемся тем, что предлагаем, в том числе путем запросов, направляем запросы. В частности, мной был направлен запрос на имя Хуснуллина по поводу того, чтобы... по строительству. Да, именно так. Вице-премьер, но он курирует в том числе и тарифы у нас. Письмо с предложением заморозить повышение тарифов на ЖКХ, которые будут повышены с 1 июля. Долго шли обсуждения. Это я выступил инициатором этой идеи. Кстати, в некоторых субъектах эта идея была принята, да. И с 1 июля там не будут поднимать тарифы. А в Башкортостане? В Башкортостане, к сожалению, нет. Тарифы будут поднимать. Они ориентируются на то, что это большие потери, но я считаю, что это было бы большой поддержкой все-таки для наших граждан, потому что на самом деле, учитывая то количество людей, которые я принял за это время, мы видели не только обычные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане. Дороги, благоустройство. Да, дороги, благоустройство, еще жилье. что-то, да, жилье. Но очень часто говорили люди о потере работы, о потере доходов, о проблемах материального именно характера. И я думаю, что заморозка тарифов, она серьезную роль бы сыграла в поддержке наших граждан в этот сложный период. К сожалению, правительство не поддержало эту идею. Буквально на днях я получил ответ с отказом в поддержке этого предложения. Что, на мой взгляд, я считаю, что это неправильный подход. Потому что некоторые эксперты, вернее даже большинство экспертов, меня в этом предложении поддержали.
То есть понятно, что можно оказывать какую-то адресную помощь, да, то есть раздавать деньги, но насколько это эффективно, вы же сами понимаете, деньги можно проесть, а здесь все-таки это тарифы, то есть люди экономят просто свои деньги и могут потратить их на ту же самую еду. К сожалению, даже вот здесь есть проблема, у людей не хватает денег просто на то, чтобы элементарно что-то поесть. И опять же, это тоже показала наша практика общения с гражданами, наши приемы онлайн, когда к нам обращались за помощью, и мы предоставляли им продуктовые наборы. К сожалению, вот даже вот до такого доходило. Иван Константинович, впервые в истории регионального парламентаризма фракция ЛДПР была широко представлена, но и сейчас широко представлена в Курултае. Как вы оцениваете ее работу? Вообще, на самом деле, если говорить про историю ЛДПР, успеха, наверное, ЛДПР Республики Башкирия, с 2009 года началась более глубокая работа, более серьезная работа, когда я стал координатором регионального отделения. В 2011 году избрался в Государственную Думу Российской Федерации. И потом у нас уже появились депутаты и в региональном парламенте, чего никогда не было, тоже впервые в истории. Собственно говоря, впервые в истории был кандидат на должность президента Республики Башкирия, да, в 2014 году от нашей партии, от ЛДПР. В прошлом созыве Курултая было 3 депутата, одномандатники. К сожалению, создать фракцию не удалось нам на тот момент. В этом созыве с фракцией все нормально. У нас фракция работает, рабочие депутаты, все молодые, настроенные помогать нашим гражданам, защищать их права и вносить необходимые, нужные инициативы. У них очень много инициатив, я даже не берусь перечислять, это вы можете все посмотреть на сайте. Это касалось и отмены транспортного налога, ну и много всяких капитальных взносов за капремонт и так далее и тому подобное. Ну, то есть около 30, по-моему, если я не ошибаюсь, инициатив. Не все были поддержаны, но я могу вам сказать, что власть поддерживает частично инициативы ЛДПР, как в Республике Башкирия, так и, конечно, на самом высоком государственном уровне, в Государственной Думе Российской Федерации. Это касается запрета, в частности, продажи нашим несовершеннолетним гражданам энергетических напитков. Это буквально не так давно. Эта инициатива была поддержана главой республики Радик Фаридовичем Хабировым. Я считаю, эта инициатива направлена на сохранение здоровья нашего будущего, наших молодых ребят, и от того, какими они будут, умными, сильными, волевыми, патриотичными, будет зависеть будущее нашей страны, нашей России. То есть они занимаются, также работали очень серьезно в пандемию, помогали гражданам Республики Башкирия. Иван Константинович, в завершении нашего разговора, на чем вы ставите сейчас акценты в своей работе, да, и по каким вопросам могут обращаться желающие в партию ЛДПР? Партия ЛДПР, и в том числе я, под руководством Владимира Вольфовича Жириновского, всегда акцент свой и внимание заостряет на своих гражданах. Я лично считаю, что в первую очередь встречи с гражданами, прием граждан, общение с ними, только оно может выявить те проблемы, которые есть у наших граждан, и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь им это решить. Если проблема носит какой-то адресный характер, точечный характер, мы пишем запросы. Если касается большого количества наших граждан, мы вносим законопроекты. И законопроекты нашей партии, ЛДПР, они всегда актуальны именно потому, что мы постоянно встречаемся и общаемся с нашими гражданами. То есть голос ЛДПР, голос депутатов ЛДПР, не постесняюсь сказать, наверное, мой в том числе голос, это голос народа. И законопроекты, которые вносит ЛДПР, это опять же пожелания наших граждан, с которыми мы постоянно ведем диалог, и они высказывают те или иные пожелания. Касается всех вопросов, это все можно посмотреть, все есть в открытом доступе.
Спасибо большое, Иван Константинович. Я напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения был Иван Сухарев. И мы говорили о голосовании по поправкам в Конституцию России, а также о деятельности ЛДПР. Все подробности вы можете найти на сайте партии.